Сегодня у нас очень интересная тема, Šodien mums ir ļoti interesanta tēma. и называется она, Saucās tā, запиши себе, pieraksti sev, «Что ищет твое сердце?». ko meklē tava sirds. И начнем мы с истории, Un sāksim mēs ar vienu notikumu, которая произошла в Евангелии kas notika evaņģēlijā, во времена Иисуса. Jēzus laikā. История про Закхея. Notikums ir par Caķeju. Мы все ее прекрасно знаем, Mēs visu to labi zinām, но мы ее прочитаем. bet mēs viņu izlasīsim. Луки, 19 глава, Lūkas evaņģēlijas 19. nodaļa 1 по 10 стих. no 1. līdz 10. pantam. Иисус вошел в Иерихон и проходил через город. Un viņš iegāja, Jēzus iegāja Jērikā un gāja cauri pilsētai. Мы сначала прочитаем все, а Mēs потом no мы sākuma поговорим. izlasīsim visu un pēc tam parunāsim. Там был человек, которого звали Закхей. Он был начальником сборщиков налогов и богатым человеком. Un redzi, tur bija cilvēks vārdā Caķejs, tas bija muitnieku priekšnieks un bagāts cilvēks. И он пытался увидеть, кто же этот Иисус, но не мог из-за толпы, потому что был маленького роста. Un viņš meklēja redzēt Jēzu, kas viņš ir, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija maza auguma. Тогда, чтобы увидеть его, Закхей забежал вперед и залез на тутовое дерево, росшее в том месте, где Иисус должен был проходить. Tad viņš aizskrēja pa priekšu un uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu redzētu, jo viņam tur bija jāiet garām. И когда Иисус подошел к этому месту, он посмотрел вверх и сказал: «Закхей, спускайся скорее, потому что я сегодня должен быть у тебя в доме». Un kad Jēzus nāca uz to vietu, viņš paskatījās augšup un sacīja viņam: Caķej, kāp steigšu uz zemē, jo šodien man jāpaliek tavā namā. И Закхей быстро спустился и с радостью принял его. Un tas steigšus nokāpa no koka un uzņēma viņu ar prieku. А все, кто видел это, начали возмущаться. Он пошел в гости к грешнику. Un visi to redzēdami kurnēja sacīdami, viņš iegājis pie grēcīga cilvēka. А Закхей же встал и сказал Господу: «Господи, половину моего имущества я раздам бедным, а если я с кого-либо взял лишнее, я возвращу ему вчетверо». Bet Caķejs piecēlies sacītam kungam: Redzi, kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un ja es kādu esmu apkrāpis, es to gribu atdot И četrkārtīgi. тогда Иисус сказал ему: «Сегодня в этот дом пришло спасение, потому что этот человек тоже сын Авраама». Un Jēzus viņam sacīja: Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc, ka arī viņš ir Ābrahāma dēls. Ведь Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти потерянное. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Итак, что мы здесь видим? Un tā, ko mēs šeit redzam? Иисус идет из селения в селение, Jēzus iet no ciemata uz ciematu, и как будто бы он случайно входит в этот город Иерихон. un it kā viņš nejauši ieiet tanī pilsētā Jerihonā. Но я вам скажу, это не просто, это не случайность. Bet es jums gribu pateikt, ka tas nav vienkārši tāpat. Чтобы понять хорошо эту историю, Lai labi saprastu šo notikumu, нам нужно понять, что такое город Иерихон. mums ir jāsaprot, kas tas ir pa pilsētu Jērika. Помните, когда пали стены Иерихона? Atcerieties, ka Jērikas sienas sabruka. И этот город, то есть эти развалины, Šī pilsēta, šie gruveši, они стали заклятым. viņi kļuva kā novādēti. Иисус Навин Jozoā проклял того человека, novādēja to cilvēku, который будет строить этот город. kas centīsies šo pilsētu И atjaunot. этому человеку пришлось заплатить, то есть это проклятие исполнилось. Un šis lāsts, viņš piepildījās. При строительстве этого города Tad, kad šo pilsētu atjaunoja, умерли двое его детей. nomira tā cilvēka divi bērni. Почему? Kāpēc? Потому что это было заклятое. Tāpēc, ka tas bija А nolādēts. если это заклятое, Ja tas ir то это nolādēts, Божье. tad tas ir Это Dieva. трогать нельзя. To nedrīkst aiztikt.
Но на Bet- том месте, Bet tajā vietā, то есть как результат непослушания, nepaklausības то есть rezultātā, на основании вот этого проклятия šī lāsta pamatā был построен этот город. bija uzcelta no jauna šī И pilsēta. понятно, что это был совсем не Божий город. Un tas bija pavisam ne no Dieva tā pilsēta. Но на самом деле Bet īstenībā этот город во время Иисуса, šī pilsēta Jēzus laikā, он был процветающим. viņš bija ļoti tāds uzplaukstošs, Это bagāta был pilsēta. город богатства, Pilsēta pilna ar bagātību. роскоши. Visādīgas bagātības. Знаете, вот это как у нас есть районы для богатых. Tā kā mums ir rajoni priekš bagātiem. Там живут разные политики, Tur dzīvo visādīgi politiķi, там роскошные дома tur ir visādīgi skaistas, bagātas с mājas бассейнами. ar baseiniem. И там президент отдыхает. Tur prezidents atpūšās. Вот такой там был город Иерихон. Tur bija tāda pilsēta И Jērika. туда, там даже свою резиденцию построил царь Ирод. Tur pat savu rezidenci uzcēla ķēniņš Herods. И, конечно же, это был центр Un tas bija, protams, ka centrs, финансовый. finanšu Там была centrs. это был центр коррупции, Tur bija korupcijas centrs, центр несправедливости. negodības centrs. Это место, это центр налоговой системы, Tur bija, tas bija centrs, nodokļu sistēmas centrs, где работали такие, как Закхей. kur strādāja tādi kā caķējs. А что делали они? Что они делали? Ko darīja tādi? Они собирали налоги Viņi ņēma и nodokļus, часто обманывали людей. bieži apmānīja То есть cilvēkus, как это? Брали больше, чем надо, ņēma vairāk nekā vajag себе в карман. savā kabatā И жили в богатейшем районе. un dzīvoja bagātākajā no rajoniem. Наживались на народе. Uzdzīvojās uz tautas. Конечно, народ их ненавидел. Protams, tauta viņus Они их neieredzēja. презирали. Viņi viņus Ну, ненавидели. neieredzēja. И Закхей, Un caķējs, он был кем? viņš bija kas? Все вспомнят, он был сборщик налогов. Viņš bija tas, kas savāca nodokļus. Он не был сборщик налогов. Не был Viņš сборщик. nebija. Он был начальник над сборщиками налогов. Viņš bija priekšnieks par visiem tiem, kas ievāc nodokļus. Это концентрация зла. Ну, Tas ir visu ļaunumu ну, koncentrācija. это шутка. Tas ir joks, То protams. есть, что такое Иерихон? Kas ir Jērika? Это место, где было богатство, Tā bija vieta, kur bija bagātība, где была власть, kur bija vara, грех, grēks, коррупция korupcija и старая система. un vecā sistēma. И Закхей, Un caķējs, он был частью этой системы. viņš bija daļa no šīs sistēmas. Как вы думаете, Иисус решил, зайду-ка я, Kā jūs domājat, Jēzus tā pieņēma lēmumu? Пройду-ка я Ieiešu es мимо- pastaigāties tāpat garām. мимо резиденции Ирода? Garām Heroda rezidencei. Вы знаете, Ziniet, он знал, куда он идет. viņš zināja, kur viņš iet. Он же Бог. Viņš taču ir Dievs. Он знал, что в этом месте, Viņš zināja, ka tādā в vietā, этом проклятом месте, šī nolādētajā где vietā, все построено на деньгах, kur viss ir uzcelts uz naudas, есть один человек, ir viens cilvēks, который жаждет его. kurš augst pēc viņa. 2 стих. Otrais pants. Там был человек, которого звали Закхей. Он был начальником сборщиков налогов, начальником и богатым человеком. Un redzi, tur bija cilvēks vārdā Caķijs. Tas bija muitnieku priekšnieks un bagāts cilvēks. Да, как я сказала, начальник. Viņš bija priekšnieks. То есть он был богатый, Viņš bija bagāts, влиятельный. ietekmīgs. У него были деньги, Viņam bija nauda, но он был нечестный. bet viņš bija negodīgs. И люди его ненавидели. Un cilvēki viņu neieredzēja. То есть это образ человека, Tas ir cilvēka tēls, который снаружи очень благополучный, kurš no ārpuses izskatās ļoti labi, но внутри он пустой. bet iekšā viņš bija tukšs. И
И вот 3 стих, он пытался увидеть, кто же этот Иисус, но Un не tre- мог из-за толпы, потому что был маленького роста. Un 3. pāns. Viņš meklēja redzēt Jēzu, kas viņš ir, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija maza auguma. То есть мы уже видим, он пытался увидеть. Mēs jau redzam, ka viņš centās Что-то ieraudzīt. было в его сердце. Kaut kas bija viņa sirdī, У него было желание viņam bija хотя бы vēlēšanās посмотреть на Иисуса kaut vai paskatīties uz со Jēzu стороны. no malas. Но он был маленького роста. Bet viņš bija maza auguma, Ну и, конечно, как обычно, толпа, un, protams, kā parasti, liels pūlis, которая мешает. kas traucē. Но что самое интересное? Bet kas ir pats interesantākais? Он не остановился из-за ограничений. Viņš neapstājās savu ierobežotību В dēļ. нем было это желание, Viņam bija šī vēlēšanās, это побуждение, šis pieskāriens, и оно его двигало. un tas viņu virzīja. Это и есть вера, Un tā ir ticība, желание, ir vēlēšanās, решительность pieņemt lēmumu и действие. un darbība. И не толпа, Un ne pūlis. которая, помните, что такое толпа? Atcerieties, kas ir pūlis. Ой, это мнение людей. Tas ir cilvēku viedoklis, domas. Да, что о тебе подумают? A ko pat viņiem padomās? Это какое-то общественное давление, Tā ir kaut kāda sabiedrības spiediens, это какой-то шум, голоса, tas ir kaut kāds troksnis, что balsis, скажут другие, ko citi pateiks. меня не примут, Mani кто я nepieņems, такой, kas es tāds я esmu, недостоин. es neesmu cienīgs. Это была толпа. Tas bija pūlis. Также был маленький рост. Tāpat arī bija maziņš То augumā. есть у него еще было какое-то физическое ограничение, Viņam vēl bija kaut kāda fiziska ierobežotība. которое, он не мог сейчас так вот раз и вырасти, да? Viņš nevarēja tā paņemt un izaugt uzreiz. То есть у каждого человека есть что-то такое, что мешает ему Katram cilvēkam ir kaut kas tāds, kas viņam maiz увидеть, traucē увидеть Иисуса. ieraudzīt Jēzu. У Закхея это был маленький рост, Caķējam tas bija mazs augums, а у кого-то это может быть какая-то другая неполноценность. a kādam varbūt tā ir kaut kāda cita nepilnvērtība, Может быть, это прошлое varbūt tā ir pagātne или какой-то страх. vai kaut kādas bailes. И мы смотрим, тогда, чтобы увидеть его, Закхей забежал вперед, залез на дерево, росшее в том месте, где Иисус должен был проходить. Un caķējs aizskrēja pa priekšu, uzkāpa vīģes kokā, lai redzētu Jēzu, jo viņam tur bija jāiet garām. И вот тут мы видим настоящее сердце Закхея. Un tad mēs redzam īsto caķēju sirdi. Он не сдавался. Viņš nepadevās. Никогда не сдавайся. Nekad nepadodies. Знаете, это цапля, которая... Не, лягушка, которая Ziniet, tā ir varde, написана... Есть такая картинка с лягушкой и с цаплей. ir tāda bilde ar stārķi un vardi. Никогда не сдавайся. Nekad Но она ее там nepadodies. съесть хочет, Stārķis grib vardi apēst, а лягушка как бы не дается. varde, esot stārķī mutē, aizspieda kaklu, lai viņš nevar viņu Да, norīt. да, да. Сейчас так. Что сделал Закхей? Он забежал вперед. Ko izdarīja caķējs? Viņš skrēja uz priekšu. То есть он не сказал, Viņš neteica, что-то я, значит, не судьба. ai, nav liktenis man. Значит, не увижу я сегодня Иисуса. Tātad neieraudzīšu šodien Jēzu. Завтра увижу. Nu, rītā Он же еще раз ieraudzīšu. пойдет обратно. Un viņš vēl vienreiz gan jau nāks apakaļ. Он не стал оправдываться. Viņš necentās attaisnoties. Он начал действовать. Viņš sāka Он rīkoties. забежал вперед. Viņš skrēja uz Он priekšu. был очень решительный. Viņš bija ļoti tāds Он не uzņēmīgs. стоял на месте. Viņš nestāvēja uz vietas. Он понял, Viņš saprata, что если он останется на этом месте, ka ja viņš paliks šī vietā, он не увидит Иисуса. viņš neieraudzīs То Jēzu. есть надо выйти из привычной позиции. Tas nozīmē, ka vajag iziet no ierastās pozīcijas. Иногда человеку надо выйти из привычного положения, Dažreiz cilvēkam vajag iziet no ierastā чтобы stāvokļa, увидеть Христа. lai ieraudzītu Kristu. Из старого образа жизни надо выйти, No vecā dzīvesveida vajag iziet, из старого мышления. no vecās domāšanas vajag iziet.
Amen. Невозможно находиться в старом Amen. Nav iespējams atrasties и vecajā ожидать встречи с Иисусом. un gaidīt, kad tu satiksies ar Jēzu. Что он сделал? Он залез на дерево. Ko viņš izdarīja? Viņš uzkāpa kokā. Вы часто видите людей, которые взрослых, богатых, Vai jūs bieži redzat pieaugušus, bagātus cilvēkus, которые залезают на деревья, лазают по kas деревьям? rāpo pa kokiem? Ну вот он залез. Viņš uzrāpās, Он был начальник, viņš bija priekšnieks, полез на дерево. viņš uzrāpās kokā. Его это не испугало. Tas viņu nenobaidīja. Но, возможно, для его должности это было смешно, Varbūt priekš viņa statusa tas bija smieklīgi, что богатый мужчина, ka bagāts vīrietis, начальник, priekšnieks, полез на дерево, как мальчишка. uzkāpa kokā kā puika. Но ему было это не важно. Bet viņam tas nebija svarīgi. И вот это очень важно. Un tas ir ļoti Это svarīgi. такая точка, Tas ir tāds punkts, когда ты перестаешь kad tu pārstāji думать о том, как ты будешь выглядеть. domāt, kā tu izskatīsies. Вот это то, что предшествует Tas ir tas, kas ir kā priekštecis встрече с Иисусом. tikšanai ar Ты Jēzu. готов на все. Tu esi gatavs uz visu. Тебе все равно, как это выглядит. Tev ir vienalga, kā tas Многие izskatās. люди, они берегут себя в этом. Daudz cilvēki kaut kā sargā sevi tajā. Но Закхей готов был выглядеть смешным, Bet Zaķijs bija gatavs izskatīties лишь smieklīgi, бы встретить Иисуса. lai tikai satiktos ar Jēzu. Амен. Amen. И вот он не просто там куда-то побежал, Un viņš nevienkārši kaut kur aizskrēja. он выбрал место, Viņš izvēlējās vietu. он знал, что Иисус тут сейчас пойдет, Viņš zināja, ka Jēzus te tūlītās ies. и он понимал, Un viņš saprata. что он говорил, он в себе, скорее всего, говорил, Viņš drīzāk sevi iekšā teica, я не могу заставить его остановиться, es nevaru viņu piespiest ну, apstāties, я могу занять такую позицию, bet es varu ieņemt tādu pozīciju, чтобы встретить его. lai satiktu И это viņu. очень важно. Un tas ir ļoti svarīgi. Мы иногда Mēs dažreiz мы можем сами себя поставить в такую позицию, mēs varam paši sevi nolikt tādā pozīcijā, чтобы быть готовым lai būtu gatavs к встрече с Ним. satikšanai ar Jēzu. Амен. Amen. И тогда Иисус подошел к этому месту, Un tad Jēzus piegāja pie šīs vietas, он посмотрел вверх и сказал, viņš paskatījās uz augšu un teica, это потрясающий стих, tas ir brīnišķīgs pants, он сказал, viņš teica, Закхей, caķei, спускайся скорее, kāp zemē ātrāk, потому что сегодня я должен быть у тебя в доме. tāpēc, ka šodien man ir jābūt tavā mājā. То есть, смотрите, Skatieties, Закхей искал Иисуса, caķejs meklēja Jēzu, но оказывается, bet izrādās, что Иисус ka Jēzus шел к Закхею. gāja pie caķeja. Человеку, тебе кажется, я ищу Бога, Cilvēkam liekas, es meklēju Dievu, но Бог раньше начинает искать человека. bet Dievs jau ātrāk sāk meklēt cilvēku. Иисус уже знал, Jēzus jau zināja, что Он идет к Закхею. ka viņš iet pie caķeja. Он видел его жажду. Viņš redzēja viņa alkas. Знаешь, что видит Бог? Zini, ko redz Dievs? Он видит твою жажду, Viņš redz tavas alkas. насколько ты хочешь его видеть. Cik tu gribi viņu redzēt? Он видит твои желания. Viņš redz tavas vēlēšanās. И он говорит, Закхей. Un viņš saka, caķei. Иисус называет его по имени. Jēzus viņu sauc vārdā. А кто ему сказал его имя? A, kurš viņam pateica caķei vārdu? Он знал, куда он идет. Viņš zināja, kur viņš iet. Он сказал, Закхей. Viņš teica, caķei. Он знал его историю. Viņš zināja viņa vēsturi. Молился, наверное. Droši vien lūdzās. Бог ему открыл. Dievs viņam atvēra. И, то есть, Иисус обратился к Закхею лично. Jēzus uzrunāja caķeju personīgi. Закхей хотел посмотреть на Иисуса,
Zaķējs gribēja paskatīties uz Jēzu издалека. no tālienes, А Иисус bet Jēzus сделал эту встречу личной. izdarīja to tikšanos personīgi. И он, Personīgi. и он говорит, спускайся скорее. Un viņš saka, ātrāk kāp zemē. То есть он зовет его. Viņš sauc viņu. И Закхей, конечно, бежит. Un Zaķējs, protams, ka skrien. То есть, если Иисус тебе говорит, иди ко мне, Ja Jēzus tev saka, nāc pie manis, тебе не надо откладывать на потом. tev nevajag to atlikt uz pēc tam. Реагируй сразу. Reaģē И uzreiz. самое удивительное, что говорит Иисус дальше. Tas ir pats interesantākais, ko Jēzus Сегодня. saka tālāk. Сегодня я должен быть у тебя в доме. Šodien man jābūt pie tevis mājās. Слово «должен». Man jābūt. Как будто Иисус говорит, It kā Jēzus saka, это часть воли Отца. tā ir daļa no tēva gribas. Я пришел именно за тобой. Es atnācu tieši pēc tevis. Представляете, он идет мимо города. Iedomājies, viņš iet garām pilsētai. Толпа. Pūlis. И он целенаправленно идет к этому, мимо этого дерева, Un viņš mērķiecīgi iet garām šim kokam. поднимает голову Paceļ и говорит, galvu Закхей, un saka, Zaķēj, я должен быть man šodien ir в jābūt твоем доме. tavā mājā. Каково вам Kā jums patīk эта история? šis notikums? И значит, какая была реакция у Закхея? Kāda bija reakcija Написано. Zaķējam? Он быстро Ir rakstīts, ka viņš и ātri с радостью ar prieku принял. Вот pieņēma. это самая правильная реакция твоя. Vispareizākā tava reakcija. Быстро Ātri и с радостью ar prieku принимать. pieņemt. Амен. Amen. То есть послушание без промедления. Paklausība bez laika Он не vilcināšanās. спорил. Viņš nestrīdējās, Как ты придешь ко мне домой? Как kā это? tu nāks pie manis mājās. Он сразу откликнулся Viņš uzreiz atsaucās и принял. un pieņēma. А что люди A, ko cilvēki, вокруг толпа, что начала делать? ko pūlis apkārt sāka darīt? Они начали возмущаться. Viņi sāka kurnēt. Он пошел в гости к грешнику. Viņš aizgāja ciemos pie grēcinieka. Как он так mог? Kā viņš tā varēja? Он же грешник. Viņš taču ir grēcinieks. Постойте, он же начальник. Viņš ir priekšnieks. Они его списали. Viņi viņu О, norakstīja. этот вообще грешник. Tas ir vienkārši grēcinieks. Этот в ад пойдет. Tas uz Он же Elijas. грешник. Viņš taču ir grēcinieks. Это реакция религии. Tā ir reliģijas Для reakcija. толпы Закхей грешник. Priekš pūļa Zaķējs ir grēcinieks. А для Иисуса Bet priekš Jēzus Закхей потерянный человек, Zaķējs ir pazudis cilvēks, которого нужно спасти. kuru vajag izglābt. И это большая разница. Un tā ir ļoti liela starpība. Религия осуждает, Reliģija nosoda, а Христос говорит, bet Kristus saka, я пришел, чтобы спасти. es atnācu, lai izglābtu. И здесь мы видим природу Бога. Un šeit mēs redzam Dieva būtību. Бог, Он не оправдывает грех, Dievs neattaisno grēku, но Он идет к грешнику, bet viņš iet pie чтобы grēcinieka, вытащить его из греха. lai viņu izvilktu no grēka. Когда ты будешь приближаться к Богу, Kad tu tuvosies Dievam, люди будут говорить, cilvēki runās, будут возмущаться, kurnēs, будут не понимать. nesapratīs. Когда Бог начнет когда благодать Божья Kad Dieva žēlastība начинает работать в чьей-то жизни, sāk strādāt kāda cilvēka dzīvē, обязательно найдутся недовольные. obligāti atradīsies kādi, kam tas nepatiks. Аминь. Amen. Итак, дальше. Un tā tālāk. Значит, Закхей же встал и сказал: Господи, половину имущества раздам бедным и возвращу, если кому-то должен, вчетверо. Bet Zaķējs piecēlies sacīja tam kungam: redzi, kungs, pusi no savas mantas es dodu nabagiem, un ja es kādu esmu apkrāpis, es atdošu četrkārti. Смотрите, произошла настоящая встреча с Иисусом. Skatieties, notika īsta tikšanās ar И Jēzu. что произошло дальше? Un kas notika tālāk?
пришло изменение сердца, atnāca sirdī izmaiņas, практичное изменение. praktiskas izmaiņas. Что такое практичное изменение? Kas ir praktiskas izmaiņas? Это покаяние. Tā ir grēku Он мне nožēla. говорил: Господи, я больше так не буду, я был плохой. Viņš neteica, kungs, es tā vairāk nedarīšu, es biju slikts. Прости меня, Господи. Piedod man, kungs. Я недостоин Es neesmu Твоего cienīgs прощения. viņa piedošanas. Нет, Viņš tā neteica. он сразу Viņš uzreiz, сказал: половину моего имущества я раздам бедным. viņš uzreiz teica, pusi no savas mantas es atdošu nabagiem. И отдам долги в 4 раза больше. Un Не долги, atdošu, а лишнее, если взял. Украл. ja es no kāda kaut ko nozagu, atdošu četrkārtīgi. То есть это покаяние. Tā ir grēku nožēla. Покаяние — это не эмоции. Grēku nožēla, tās nav emocijas. Это не просто слова: ну извини, пожалуйста. Tie nav vienkārši vārdi, nu, piedod man lūdzu. Покаяние, запиши себе, это изменение мышления. Pierakst sev grēku nožēlu. Tas ir tad, kad izmainās tava domāšana. Это изменение отношения. Tas ir tad, kad izmainās tava attieksme. И это изменение направления жизни. Un šīs izmaiņas ir vērstas tavā dzīvē. Смотрите, что произошло. Skatieties, kas notika. Раньше Agrāk, у Закхея было одно основание. agrāk caķējām bija viens pamats, На что он опирался? uz ko viņš Его atbalstījās. опора была деньги. Viņa atbalsts bija nauda. Это была его сила. Tas bija viņa spēks. Вся его жизнь была на этом сосредоточена. Visa viņa dzīve uz to bija Но koncentrēta. сегодня он готов с этим расстаться. Bet šodien viņš ir gatavs no tā atteikties. Более того, Vairāk par visu. он говорит: я исправлю зло, которое причинил. Viņš teica, ka viņš izmainīs to ļaunumu, ko viņš ir darījis И это очень cilvēkiem. важно. Un tas ir ļoti svarīgi. Что такое настоящее покаяние? Kas ir īsta grēku nožēla? Настоящее покаяние Īsta grēku nožēla восстанавливает там, atjauno tur, где был нанесен ущерб. tur, kur bija radītas Разрушение. Проблемы. izrādītas lietas, bija radītas problēmas. И он выходит, что такое покаяние? Он выходит из власти мамоны. Viņš iziet no mamona varas, no naudas varas. То, что раньше управляло им, Tas, kas agrāk viņu vadīja, теперь им больше не управляет. vairāk viņu nevada. Кто это сделал? Kurš to izdarīja? Это сделало присутствие Иисуса. To izdarīja Jēzus klātbūtne. Иисус говорит: сегодня в этот дом пришло спасение. Jēzus teica, šodien šim namam pestīšana notikusi. То есть сегодня, Šodien, сразу, не uzreiz, через какое-то время. nevis pēc kaut kāda То laika. есть у Бога есть определенный день Dievam ir konkrēta diena, твоего спасения. tavas glābšanas diena. И сегодня это был день Закхея. Un šodien tā bija caķeja И не diena. только пришло спасение от этой встречи. Un ne tikai atnāca glābšana, pestīšana no šīs tikšanās. Спасение пришло не только в сердце Закхея, Glābšana atnāca ne tikai caķeja sirdī, но также и в дом. bet arī mājā. То есть это касается не только человека самого, Tas skar ne tikai pašu cilvēku, но самой атмосферы в доме, bet visa atmosfēra mājās, всей семьи. visa ģimene. Это туда, куда приходит Иисус. Tur, kur atnāk Jēzus, Туда приходит новый порядок, tur atnāk jauna kārtība, новый дух, jauns gars, все новое. viss jauns. От встречи с Иисусом No tikšanās ar Jēzu меняешься не только ты, mainies ne tikai tu, но весь твой дом. bet visa tava māja. От встречи с Иисусом No tikšanās ar Jēzu меняешься не только ты, mainies ne tikai tu, но и весь твой дом. bet visa tava māja. Тебе нужна встреча с Иисусом. Tev ir vajadzīga satikšanās ar Jēzu.
И дальше этот человек тоже сын Авраама. Un tālāk šis cilvēks arī ir Ābrahāma Сказал dēls, Иисус. teica Jēzus. Потому что общество Tāpēc, ka sabiedrība выплюнуло Закхея, izspļāva Zaķeju, а Иисус возвращает ему Jēzus viņu atgrieza его достоинство. viņa pašnovērtējumu. Он говорит людям, как будто бы, Viņš saka cilvēkiem, it kā вы списали его, jūs norakstījāt а я viņu, нет. bet es nē. Вы видите в нем грешника, Jūs redzat viņā а grēcinieku, я вижу в нем человека, bet es redzu viņā cilvēku, для которого есть место в Божьем замысле. kuram ir vieta Dieva plānā. Амин. Amen. И далее Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти потерянное. Un tālāk, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Как Он его спасает? Kā viņš viņu glābi? Встречается с Ним лично. Satiekās ar viņu personīgi. Тебе нужна встреча с Иисусом. Tev ir vajadzīga tikšanās ar Jēzu. Иногда потерянный человек, Dažkārt pazudis cilvēks, он религиозный человек. viņš ir reliģios cilvēks. Ему нужна встреча с Иисусом. Viņam ir vajadzīga tikšanās ar Он может Jēzu. ходить в церковь, Viņš var iet uz но baznīcu, он никогда не встретился с Иисусом. bet viņš nekad nav saticis Jēzu У personīgi. него даже желания такого не было. Viņam pat vēlēšanās А что, tādas так nav. можно было? A, ko tā varēja arī? Так нужно было. Tā vajadzēja. Если ты еще не встретился с Иисусом, Ja tu vēl neesi saticies ar Jēzu, тебе очень сильно нужна встреча с Иисусом. tev ļoti stipri ir vajadzīga satikšanās ar Jēzu. Тебе нужно желание в сердце. Tev vajag vēlēšanos sirdī. Я хочу встретить Иисуса. Es gribu satikt Jēzu. Я жажду Его. Es augstu pēc Мы пели viņa. сейчас песню. Mēs tikko dziedājām Я так dziesmu. жажду встречи с Тобой. Es tā augstu satikties ar На эту tevi. жажду Uz šīm alkām Иисус уже идет. Jēzus jau nāk. Он знает, Viņš zina, кто Его жаждет. kurš augst pēc viņa. Он хочет Un viņš grib восстановить atjaunot все потерянное. visu, kas zudis. Если ты еще не жаждешь, Ja tu vēl neaugsti, ты еще потерян. tu vēl esi pazudis. Иисус хочет встретить, Kungs grib встречу с tevi тобой. satikt, Но тебе надо жаждать bet tev vajag augt, встречи с Ним. vēlēties satikties ar Жела- viņu. Желание увидеть Иисуса Vēlme ieraudzīt Jēzu меняет все. maina visu. Он просто хотел посмотреть, Viņš vienkārši gribēja а paskatīties, получил новую жизнь. bet saņēma jaunu Он dzīvi. просто хотел посмотреть Viņš vienkārši gribēja paskatīties издалека. no tāluma. Иисус видит тебя в толпе, Jēzus redz tevi pūlī, если в тебе есть это желание. ja tev ir šī vēlēšanās, И Он называет тебя по имени. un viņš sauc tevi vārdā, И спасение приходит un glābšana atnāk через тебя caur tevi, в твой дом. tavā mājā. Закхей открыл дверь Caķējs atvēra durvis в свой дом, savā mājā, и благодать зашла un žēlastība iegāja во всю семью. visā ģimenē. Настоящая встреча Īsta satikšanās всегда меняет сердце. vienmēr maina sirdi. А Закхей ничего другого не искал. Caķējs neko citu Он nemeklēja. не искал, решить какие-то свои проблемы, Viņš nemeklēja atrisināt kaut kādas savas problēmas, какие-то ответы получить. kaut kādas atbildes Бог, у saņemt. меня не получается кое-что. Man tur, kungs, kaut kas nesanāk. Тут проблемы. Te problēmas. Надо ванну поставить. Vajag vannu uzlikt. Не мог бы ты помочь? Tu nevari man palīdzēt. Нет. Nē, У него просто было желание увидеть Иисуса. viņam vienkārši bija vēlēšanās ieraudzīt И Jēzu. ничто его не могло остановить в этом. Un nekas nevarēja viņu Он apstādināt tajā. бежит, Viņš skrien, на домашнюю группу бежит, uz mājas grupu лезет skrien, на дерево, lien kokā, через все препятствия преодолевает, visiem šķērsļiem tiek на pāri, служении быть. uz dievkalpojumu Делает būt, такие вещи, darīt tādas lietas, как будто бы
и унижает репутацию свою it kā savu reputāciju pazemina, перед своими родственниками. piemēram, savu radinieku Ты чего в priekšā. эту секту? Tu ko šito sektu ej? Настоящая жажда Īstas alkas всегда ломает барьеры. vienmēr salauž barjeras. Когда ты ищешь Его, Tad, kad tu meklē viņu, Он уже ищет тебя. viņš jau meklē tevi. Иисус говорил, думал, Jēzus runāja, Закхей думал, Caķējs domāja, я хочу увидеть Иисуса. es gribu ieraudzīt Jēzu, Но в реальности произошло другое. bet realitātē notika pavisam kaut kas cits. Иисус нашел его. Jēzus atrada То есть Caķēju. это встреча двух движений. Tās ir divu virzienu satikšanās. Человек ищет Бога, Cilvēks meklē Dievu, а Бог уже идет навстречу. a Dievs jau nāk pretīm. Amen. Чтобы измениться, нам очень сильно нужна встреча с Иисусом. Lai mēs izmainītos, mums ir ļoti stipra vajadzīga tikšanās ar Jēzu. Не информация меняет человека, Nevis informācija maina cilvēku, не правила, ne noteikumi, а только встреча с Иисусом меняет сердце. bet tikai tikšanās ar Jēzu maina sirdi. Закхей не закончил ни одной библейской школы. Caķējs nepabeidza nevienu bībeles skolu. Он просто встретился с Иисусом. Viņš vienkārši satikās ar И Jēzu. сердце его изменилось мгновенно. Un viņa sirds izmainījās momentā. Ты трудишься, Tu strādā, напрягаешься. sasparojies, sasprindzinies, Чтобы измениться. lai Прилагаешь izmainītos. все усилия. Pieliec visu spēku. Но изменения происходят, знаешь, от чего? Bet izmaiņas notiek, zini, no kā? Не от усилия твоего, Nevis no tā tava spēka, kā tu sasprindzinies, а от Его присутствия. bet no viņa klātbūtnes. Ты можешь пытаться стать лучше Tu vari censties kļūt labāks и не поменяться никогда. un nekad neizmainīties. Но одна встреча с Иисусом Bet viena satikšanās ar Jēzu меняет тебя изнутри. izmainīs tevi no iekšienes. Ты не изменишься. Tu neizmainīsies. Ты хоть можешь 3 тетради расписать, Tu vari 3 burtnīcas pierakstīt, пока не встретишься с Иисусом. kamēr nesatiksies ar Jēzu. Христианство Kristietība, это не система, tā nav sistēma. это встреча с Иисусом. Tā ir satikšanās ar Jēzu. Амин. Amen. Мы учимся, Mēs mācāmies, боремся с какими-то своими привычками, cīnāmies ar kaut kādiem saviem ieradumiem, пытаемся быть лучше, cenšamies būt labāki, дисциплинирование. disciplīnējam Но sevi. суть в том, Bet jēga ir tajā, что тебе не хватит силы измениться. ka tev pašam nepietiks spēka Потому что izmainīties. сила измениться есть только в Боге. Jo spēks, lai tu izmainītos, ir tikai Dievā. Одна встреча с Иисусом Viena satikšanās ar Jēzu делает больше, dara daudz vairāk чем годы nekā gadiem, попыток измениться самому. gadiem ilgs laiks censties izmainīties pašam. Иногда я смотрю, Dažreiz es skatos, там человек не меняется. cilvēks nemainās. И я понимаю, Un es saprotu, тебе нужна встреча с Иисусом. tev ir vajadzīga satikšanās ar Jēzu. Ничто тебя не изменит. Nekas tevi neizmainīs. Дисциплина тебя не меняет. Disciplīna tevi nemaina. Порядок должен быть, Kārtība ir но jābūt, порядок тебя не меняет. bet kārtība tevi nemaina. Порядок, он может тебя сдержать где-то, Kārtība var tevi kaut kur noturēt, но не преобразовать. bet nevis izmainīt. Правила могут контролировать твое поведение, Noteikumi var kontrolēt tavu izturēšanos, но не меняют твое сердце. bet nemaina tavu sirdi. Дисциплина — Disciplīna. это не источник изменения, Tas nav izmainīšanās avots. это его результат. Tas ir tā rezultāts. Амин? Amen. Дисциплина — Disciplīna. это не источник изменения, Tas nav izmainīšanās avots. это результат встречи с Иисусом. Tas ir rezultāts, ka tu satiecies ar Jēzu. Ты не меняешься через дисциплину. Tu nemainies caur disciplīnu. Ты начинаешь жить дисциплинированно.
Tu sāc dzīvot disciplinēti после встречи с Иисусом. pēc satikšanās ar Amen. Jēzu. Amen. Наша проблема в том, Mūsu problēma ir tajā, что мы пытаемся измениться, ka mēs cenšamies чтобы izmainīties, встретиться с Иисусом. lai satiktos ar Но Jēzu. истина в том, Bet patiesība ir tajā, что мы меняемся, когда встречаемся с Ним. ka mēs mainamies tad, kad mēs satiekamies ar viņu. Мы думаем, сначала я изменю, исправлюсь, Mēs domājam, no sākuma es а izmainīšos, потом приду к Богу. un pēc tam atnākšu pie Dieva. Сначала стану лучше, No sākuma kļūšu а labāks, потом буду Его искать. pēc tam viņu meklēšu. Сначала победю свой грех, No sākuma uzvarēšu savu grēku, а потом приближусь к Нему. bet pēc tam tuvošos viņam. Но суть в том, Bet būtība ir tajā, что ты сначала к Нему приблизься, tu no sākuma pie viņa а pietuvojies, тогда начнется изменение. un tad sāksies izmaiņas. Слово говорит, Dieva vārds saka, приблизься к Богу, tuvojieties Dievam, и Бог приблизится к вам. un Dievs tuvosies jums. Амин. Amen. Вот Закхей, Piemēram, он не caķis. сказал, Viņš вот neteica, я сначала исправлюсь, es no sākuma порядок izmainīšos, дома наведу, mājā kārtību а sakārtošu, потом позову Иисуса. un pēc tam pasaukšu Jēzu. Нет, он сразу захотел его видеть, Nē, viņš uzreiz viņu gribēja redzēt. он принял его в дом, Viņš pieņēma viņu и mājās, только после этого он сказал, un tikai pēc tam viņš teica, я изменюсь. es izmainīšos. Сначала встреча, No sākuma а satikšanās, потом изменение. un pēc tam izmaiņas. Амин. Amen. Мы постоянно копаемся в себе. Mēs pastāvīgi rokamies sevī. Поднимите руки, кто постоянно копается в себе? Копатели. Es Копатели. arī laiku pa laikam Христиане-копатели. kapājos. Не, ну мы же учим так. Kristieši, kas rokās. Что во мне не так? Kas manī nav Что я tāds? делаю неправильно? Ko es daru nepareizi? Прямо недавно слышала, кто-то говорит. Nesen dzirdēju, kāds teica, Что я делаю неправильно? ko es daru nepareizi? И кажется, что если мы сейчас вот найдем, что мы сделали неправильно, Un liekas, ka ja mēs tūlīt atradīsim, ka kaut ko es izdarīju nepareizi, вот этот вот последний ключик вот к этому двери, вот в этой двери я найду, Ot es tūlīt tās pēdējo atslēdziņu atradīšu pie tām durīm. все, встречусь с Иисусом. Viss satikšos ar Jēzu. Но все наоборот. Bet viss ir otrādīgi. Чем больше ты смотришь на себя, Jo vairāk tu skaties uz sevi, тем больше ты запутываешься. jo vairāk tu saputrojies. И вместо свободы Un brīvības vietā ты такой посмотри, фу, paskatījies un fū, тебе ieraugi. вообще плохо Tev стало. vispār slikti Еще palika. осудитель пришел. Vēl nosodītājs atnāca. А что Слово говорит? A, ko Dieva vārds saka? Евангелие от Иоанна 1:29. Jāņa evaņģēlijas 1:29. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. И 2 Коринфянам 3:18. Un 2. korintiešiem 3:18. Взирая на славу Господню, мы преображаемся. Bet mēs visi atsaktām sejām, skatīdami tā kunga godību, tiekam pārvērsti viņa paša līdzībā. Его подобие. Мы преображаемся Mēs tiekam pārvērsti. не тогда, когда мы себя анализируем, Nevis tad, kad mēs sevi а analizējam, когда мы взираем на Него. bet tad, kad mēs skatāmies uz viņa. Ты меняешься. Tu mainies. Никогда в себе копаешься, Nevis tad, kad sevi rocies, а когда смотришь на Христа. bet kad skaties uz Amen. Kristu. А как же Amen. вникай, знаете, помните, вникай в себя и в учение. Bet kā tad ir jāiedziļinās sevi un mācībā? Вот это ж такое прям вкусное так, Tas taču ir вникнуть в tik себя, garšīgi. Visu laiku sevi ieiet, lūkoties. покопаться там. Paraksties tur. День не прожить, себе не вникнуть. Uh, Все время в себя вникаю. visu laiku sevi ierokos. О чем же речь? Par ko ir runa? С одной стороны, No vienas puses, говорится, не смотри на себя, neskaties uz sevi. смотри на Иисуса. Skaties uz Jēzu. А с другой, вникай в себя. Bet no otras puses iedziļinies sevi. Так что делать-то? Tā ko darīt gal galā?
Но на самом деле это не противоречие. Bet īstenībā tā nav pretruna. Вникай в себя, это не про самокопание. Iedziļinies sevī, tas nav, ka tu rocies sevī. Там не написано, анализируй каждую свою проблему, Tur nav rakstīts, analizē katru savu problēmu. зациклись на своих недостатках. Ieciklējies uz savām nepilnībām. О чем здесь речь? Par ko šeit ir runa? Следи за своим состоянием. Seko līdzi savam stāvoklim. Наблюдай, Skaties līdzi, в вере ли ты. vai tu ticībā esi. Держи свое сердце в истине. Turi savu sirdi patiesībā. Суть в том, Jēga ir tajā, когда ты занимаешься самокопанием, ka tu nodarbojies ar paša rakšanos sevī. ты фокусируешься на себе. Tu fokusējies uz Это sevi. забирает силы. Tas paņem spēku. Но вникать в себя, Bet iedziļināties sevī, я проверяю себя. es sevi pārbaudu. А я в вере? Es esmu ticībā, А смотрю ли я на Иисуса? vai skatos es uz Jēzu? Я вникаю. Как я вникаю? Kā es iedziļinos? Смотрю я на Иисуса или на проблему? Skatos es uz Jēzu, jeb uz problēmu. А я сейчас на эмоциях или я по вере иду? Es tagad emocijās vai ticībā eju. Что значит вникать в себя? Ko nozīmē iedziļināties sevī? Это возвратить себя к Богу. Tas ir atgriezt sevi pie Dieva. 2 Коринфянам 13:5. 2. Korintiešiem 13:5. Испытывайте самих себя, в вере ли вы? Pārbaudiet paši sevi, vai jūs esat ticībā. Не разбирайте самих себя. Nevajag rakāties sevī. Амин. Amen. Когда ты жаждешь встречи с Иисусом, Kad tu augsti pēc satikšanās ar Jēzu, Иисус сам показывает тебе, от чего тебе надо избавиться. Jēzus pats tev parāda, no kā tev vajag tikt То есть- vaļā. Когда Закхей встретился с Иисусом, Kad Zaķejs satikās ar Jēzu, ему сразу стало ясно, что нужно изменить. viņam uzreiz kļuva skaidrs, kas ir jāizmaina. Отношение к деньгам Attieksme uz naudu и прошлые поступки. un pagātnes rīcība. Только присутствие Иисуса в твоей жизни Tikai Kristus klātbūtne tavā dzīvē выявляет в тебе, parāda tevī, что нужно изменить. ko vajag izmainīt. Потому что ты себя Tāpēc, ka tu не sevi видишь без Иисуса. neredzi bez Jēzus. Амин. Amen. Но когда ты встречаешься с Ним, Bet, kad tu satiecies ar ты viņu, понимаешь, tu saproti, все становится очевидным. viss kļūst Amen. redzams. Еще последняя мысль. Vēl pēdējā doma. Встреча с Иисусом. Tikšanās ar Jēzu. Ну и не это важное. Bet arī tas, Помните, как мы Nav tik начинали? atcerieties, kā mēs sākām. Как мы начинали? Как Kā mēs название я sākām? говорила? Что ищет твое сердце? Ko meklē tava sirds? Оказывается, самое главное Izrādās pašu это galveno. что ищет твое сердце. Ko meklē tava sirds? Помните историю Atcerieties notikumu про богатого юношу? par bagāto jaunekli. Они очень похожи Viņi ir ļoti līdzīgi. внешне. Ārēji. Закхей Zaķejs очень богат. ļoti bagāts. Богатый юноша. Bagātais jauneklis. Они оба встречаются с Иисусом. Viņi abi divi satikās ar Jēzu. Они оба ищут что-то. Viņi abi meklē kaut ko, Но результат абсолютно разный. bet rezultāts ir pavisam atšķirīgs. Один искал Иисуса, Viens meklēja Jēzu, а другой искал ответ. a otrs meklēja atbildi. Закхей искал увидеть Иисуса, Zaķejs meklēja ieraudzīt Jēzu, а богатый юноша, a bagātais он jauneklis, искал, viņš meklēja, что сделать, ko izdarīt, чтобы получить жизнь вечную. lai saņemtu mūžīgo dzīvību. Один искал личность, Viens meklēja а personību, другой искал что? a otrs meklēja ko Что сделать? izdarīt, Формулу вечной жизни.
mūžīgās dzīvības formulu. Закхей с радостью принимает Иисуса. Zaķējs ar prieku uzņem Jēzu, И он говорит: un viņš saka, я сам отдам, es pats все atdošu, верну. visu atgriezīšu. А юноша, A jauneklis, Иисус говорит: Jēzus saka, продай все и следуй за мной. pārdod visu un seko man pakaļ. И юноша печальный Un jauneklis skumīgs уходит. aiziet. Встреча с Иисусом Tikšanās ar Jēzu проверяет, pārbauda, за что ты держишься. pie kā tu turies. Один был рад, Viens bija priecīgs, он получил радость, saņēma prieku, свободу, brīvību, новую жизнь, jaunu dzīvi, изменения. izmainīšanās. Он искал Иисуса. Viņš meklēja Jēzu, А второй ушел с печалью. otrs aizgāja ar skumjām. Когда ты держишься за свое, Kad tu turies pie sava, Иисус будет вызывать в тебе печаль. Jēzus izaugs tevī skumjas. Один отпустил, Viens atlaida, а другой не смог. a otrs nevarēja. И проблема не была в богатстве. Un problēma nebija bagātībā, Проблема была в сердце. problēma bija sirdī. Закхей получил свободу. Caķis saņēma brīvību, Деньги не владели им. nauda nevaldīja par viņu. Только потому, что он встретился с Иисусом. Tikai tāpēc, ka viņš satikās ar И Jēzu, он этого хотел. un viņš to gribēja. Это было приоритетом. Tā bija prioritāte. У юноши такого не было. Jauneklim nekas tāds nebija. Деньги владели им. Nauda valdīja par viņu. То есть оба встретились с Иисусом, Abi satikās ar Jēzu, но только один bet tikai viens позволил этой встрече ļāva šeit satikšanās изменить себя. izmainīt sevi. Аминь. Amen. Ты можешь встретиться с Иисусом Христом Tu vari satikties ar Jēzu Kristu и не измениться, un и уйти neizmainīties. таким же. Vai aiziet tāds pats, А можешь встретиться, a vari и satikties. твоя жизнь никогда не будет прежней. Un tava dzīve nekad vairs nebūs И tāda вопрос pati, не kā во, bija. вопрос не во встрече. Un jautājums nav satikšanās. Вопрос в том, Jautājums ir tajā, а что ищет твое сердце. ko meklē tava sirds. Два человека Divi cilvēki стояли перед Иисусом. stāvēja Jēzus priekšā. Один ушел с радостью, Viens aizgāja ar prieku, а другой с печалью. a otrs ar skumjām. У них были разные сердца. Viņiem bija dažādas sirdis. Тебя меняет не встреча. Tevi maina nesatikšanās. Тебя меняет то, Tevi maina tas, что ты ищешь. ko tu meklē, Что ищет твое сердце. ko meklē tavs sirds. Проблема не в том, что ты не меняешься. Problēma nav tajā, ka tu nemainies. Проблема в том, что ты ищешь не то. Problēma ir tajā, ka tu meklē ne to, Пока ты ищешь ответы, kamēr tu meklē atbildi решение своих проблем, savu problēmu atrisināšanu. ты не можешь измениться. Tu nevari izmainīties. Но когда ты начинаешь искать Его, Bet tad, kad tu sāc meklēt viņu, меняется все. tev Меняется все. tad mainās viss. Ты можешь годами копаться в себе, Tu gadiem vari rakāties sevī, пытаться исправить себя, censties izmainīt sevi, но так и никогда не измениться. bet tā arī nekad neizmainīties. Желание твоего сердца. Tavas sirds Чего vēlēšanās, ты хочешь? ko tu gribi, Что хочет твое сердце? ko grib tavas sirds.